Говорит Ленинград. Внимание, товарищи! Войска Ленинградского фронта в итоге 12-дневных напряженных боев прорвали и преодолели на всем фронте под Ленинградом сильно укрепленную, глубоко эшелонированную, долговременную оборону немцев. Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника. В день снятия блокады Ленинграда состоялась всероссийская акция, к которой присоединились студенты БГУПУ имени Мифтахиддина Акмуллы. Задача акции – вспомнить о подвиге героев, отстоявших мирное небо для последующих поколений, а также помочь дожившим до наших дней ветеранам найти своих однополчан и друзей. Письмо Победы проводится у нас в ВУЗе во второй раз. В прошлом году мы проводили на базе 3-го корпуса, и в этом году мы собрались здесь, но неизменным остается одно, то, что студенты с интересом посещают это мероприятие, то, что каждый год к нам приходят ветераны Великой Отечественной войны, у которых очень много орденов и медалей, и рассказывают нам о своем подвиге, и это оставляет неизгладимый след в памяти студентов. Студенты написали письма в прошлое членам своих семей, принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечественной войной. Я напишу про своих прадедов, про то, как они проходили войну. У меня один мой прадед почти дошел до Берлина, но, к сожалению, погиб. Второй вернулся с войны и 5 лет, получается, пожил, но тоже умер от ранения, к сожалению. Хотел бы написать о них, чтобы о них помнили тоже, и не забывать самому к тому же. Про дедушки, который участвовал в войне и попал в плен, и был в плену до 1947 года. Еще также мой второй прадедушка также участвовал в войне, и он был кавалеристом. Родственников я точно не знаю, кто участвовал в Великой Отечественной войне, но уверен, что такие есть. Я бы писал, наверное, какому-нибудь простому, неизвестному солдату, который воевал за нашу страну. Также участники акции познакомились с ветераном Великой Отечественной войны. Хуснуризалов Хасан Рахимович вспоминал о том, как он встретил войну, о потерях и чем пришлось столкнуться в военные годы ради победы. В середине апреля нас погрузили в эшелоны и под Москвой. Город Солнечногорск. Этот уже город был немцами взят и нашими освобожден. Там очень много техники было немецкой, танков, орудий, автомашин, разбитых. Да. Мы учились стрелять из орудий по этим танкам, находить уязвимые места, чтобы легче было подбивать. На сегодняшний день организация встреч ветеранов с молодежью становится уже традиционным элементом Письма Победы.